Кто-то по пути на работу, а кто-то и специально улучшил время, чтобы принести и сдать перегоревшие люминесцентные лампы. Эти источники света, хотя и экономят электроэнергию, но при этом обладают большим минусом – содержат в себе опасный для окружающей среды и здоровья человека металл. Была информация, что это будет приемка лампочек, и подошел, чтобы это не выкидывать, мусор. Зачем выкидывать? Экология же у нас. Все. И поэтому сдали здесь. Собирать отдельно ртуть содержащие отходы, конечно, несложно, но куда девать их потом? Не держать же дома вышедшие из строя лампы и градусники. Именно поэтому в Управлении противопожарной службы и гражданской защиты организовали постоянный пункт сбора. Машина передвижной радиологической лаборатории дежурит у крыльца ведомства раз в неделю. Каждый понедельник по 1 часу с 9 до 10. Здравствуйте, здесь лампочку снимали, да? Можно раздать? Конечно, можно. Спасибо большое. Новый пункт приема уже отработал 3 недели. В общем, это лишь 3 часа времени. Но уже собрано более 300 ламп и 10 градусников. Принимают даже битые приборы, но в герметичной таре. От одного человека не более 15 единиц, чтобы бесплатной услугой не злоупотребляли организации, для которых утилизация ртуть-содержащих отходов – обязанность, прописанная в законе. Те лампы, которые они приобретают, они учетные. И они обязаны заключать договора с организациями, предприятиями, которые производят утилизацию таких опасных отходов. Это обязанность работодателей. За периметром столицы выездные акции еще более результативны, правда, бывают лишь раз в год. Передвижная радиологическая лаборатория с момента начала работы в 2014-м уже побывала в Ухте, Сосногорске, Ижме, Визинге, Эжве. Впрочем, в районах жители всегда могут сдать лампы и градусники в подразделение противопожарной службы. Все собранные отходы специалисты увозят в поселок Язель Сыктывдинского района, цех по утилизации, где работает демеркуризационная установка. Перед непосредственной загрузкой в камеру они проходят подготовку, то есть мы их очищаем, подготавливаем к этому. В дальнейшем их складываем в камеру. В камере они под вакуумом разрушаются, под действием температуры нагреваются, ртуть испаряется и поступает в низкотемпературную ловушку. И затем стекает в приемник. За этот год собрано уже порядка 50 килограмм жидкой ртути. Это больше 80 тысяч ламп и 6,5 тысяч термометров. Дальше металл отправляют на заводы, где его вторично перерабатывают и вновь используют в тех же лампах и градусниках, в которых он будет работать на благо человека. Константин Куратов, Алексей Прошуков, телеканал Юрган.